Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня мы вместе на песке посмотрим такую тему. О чем хотят сказать вам хранители рода. Прямо сейчас, в этот момент, когда вы открыли это видео. Но прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие и любимые, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, о чем хотят сказать вам хранители вашего рода. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, если это видео вам попалось, и вы его видите, значит, здесь действительно для вас важная и ценная информация. Передо мной человек в каком-то разбитом состоянии находится. Кажется, что надежды нет, кажется, что будущее туманно и безрадостно. Очень много, как на вас навалилось, очень много проблем, бед, забот, сложных ситуаций. Кажется, что вы вот-вот и просто вот как сломаетесь, да, как спичка сломаетесь, либо просто сгорите до конца, что спасения нет, что пути вам в жизни закрыты, что как будто бы весь мир против вас вот ополчился, да, окрысился против вас. Очень тяжело, очень нелегко. Но хранители рода говорят, что самая темная ночь перед рассветом. И вы буквально стоите на пороге своего рассвета. Вас хранители рода показывают такой прекрасной, гордой птицей. Это не феникс, это больше похоже на голубь, да? Голубь, птица мира, птица нового дня, птица добрых и светлых новостей. Птица, которая Богу угодна. Вы же знаете эту историю, что первая птица, которую Ной отпустил с ковчега, это был ворон. Ворон, который полетал и вернулся. И только когда он отпустил голубя, голубь вернулся на ковчег и принес с собой маленькую веточку, да, зеленую веточку. Это благой вестник, это начало новой жизни, это обновление, перезагрузка. Вот как хотите, так и называйте. Вас видят этим прекрасным голубем, которому все небо открыто, у которого не будет преград. То, что сейчас вас мучает, то, что сейчас вас ломает, то, что сейчас на вас давит, это все уйдет. Поверьте, вы это все переживете. Так случилось, вы попали во всю эту мясорубку, но вы в ней не погибли, вы в ней закалились, вы в ней видели как и плохое, так и очень плохое, но при этом вы сохранили свою чистую, открытую душу. Вообще какой-то благой вестник мне идете. Может быть, у вас такая миссия, да, быть благим вестником. Те благие вести людям, помогать людям. Кстати, не только людям, скорее всего, но и животным, да, братьям нашим меньшим. Помогать тем, кто сам себе помочь не может. Но вот вижу, что тяжелый путь, очень много молний вас било, видите, и справа, и слева. То есть могли обманывать и предавать не только чужие люди, но и свои могли обманывать и предавать. Видите, молнии. И все это как бы вас, бедную, несчастную, либо бедного, несчастного, вы этого не заслужили. Но это с вами уже произошло. Может быть, чья-то злая воля все эти молнии на вас послала. А может быть, темные бесовские силы хотели вас сломать, обозлить, да, настроить против света, против добра, против людей. Да. Вот бывает такое, как искушение. Искушение — это ведь не то, что мы привыкли
воспринимать, что вас соблазняют, что-то вам хорошее обещают. Искушение часто бывает, когда делают такие невыносимые болезненные условия, что человек под этим гнетом ломается и сам становится злым и пустым. Вот такое искушение, возможно, вы проходили. А может быть, кто-то вам все это устроил, тот, кто хотел вас уничтожить, тот, кто хотел вас сломать. Информация пошла, я не успеваю озвучивать то, что я ощущаю и вижу, и слышу. Извините, немножко путаюсь. Но прям такой сильный знак. А вот этот голубь, я на него смотрю, у меня прям слеза на глаза наворачивается, потому что это так красиво. Это такое добро, это такой лучик надежды. Да, возможно, вы надежда для каких-то людей. Но вот вы голубь, и вы будете летать по небу. На небе нет преград, на небе чисто, на небе нет помех. На небе это ближе к высшим силам, ближе к Богу будете летать. Может быть, в прямом смысле слова, у кого-то даже как переезд отыграется. Новые возможности, новые высоты вам покорятся. Очень хороший знак, добрый знак. То есть вас просят не отчаиваться, да, и вот это понимание, что самая темная ночь, она перед рассветом. Сейчас вы в состоянии этой самой темной ночи, но рассвет, он уже близко, да. Не сегодня, а завтра вот эти лучики солнца, первые, да, светлые лучики, они появятся на вашем горизонте. И вы прям почувствуете, как все меняется, как силы возвращаются, как зло отступает, как злые люди отступают, бегут и прячутся. Вы все это почувствуете. Еще хранители рода вами очень гордятся. Гордятся тем, что вы очень смелый человек. Человек, который вот все может. Да? У вас нет каких-то планок, у вас нет каких-то блоков, запретов для себя. Вы все можете. И вы это делаете. Все, что можете, вы делаете. И делаете даже больше не для себя, а для других. Для тех, кого вы любите, цените, уважаете. Для тех, кто, например, в этом нуждается. Вот как бы люди к вам плохо не относились, вы зла не помните. Вы умеете находить в себе силы, забывать, прощать, отпускать. Вот это прям очень классная черта. Дальше хранители рода говорят о том, что какая-то вот женщина корону потеряет. Причем она ее не просто потеряет, вот, буквально можно сказать, корону снимут с головой. То есть головой поплатится за то, что на себя корону надела. Кто эта женщина, я не знаю. Вам виднее. Но она с левой стороны. И у нее крылья, как у такой летучей мыши, да. Скорее всего, очень злая женщина, коварная, подлая. Может быть, это она против вас что-то делала, замышляла, творила, создавала. Может быть, и порчу делала, проклятие слала. Может, жизнь вам сломала эта женщина, да? Вы ведь разные. Мужчина и женщина одинаково идет предсказание. Вот видите, ей снимают корону вместе с головой. Причем снимают какие-то люди. Это не сущности, это не божественные создания. Это именно какие-то люди снимают с нее корону вместе с головой. Может быть, такие же, как и она. Может быть, хуже, чем она. То есть она вот поплатится, за все поплатится, головой расплатится. Это прям очень жуткая кара на самом-то деле. Потерять не только корону, но еще и голову в придачу. А без головы-то сложно жить, да? Кушать неудобно. Да и говорить невозможно. Шутки шутками, но вот вижу, что поплатится. И это произойдет буквально вот в ближайшем времени. Ворон уже об этом кричит. Ворон. Скорее всего, она понимает, что ее ждет. Да? Она пытается что-то изменить, но те, кто снимут корону и голову, они уже рядом. Буквально в спину ей дышат. Уже как никуда не спрячется. Ворон об этом кричит.
беду прикликает в ее жизнь. Если вы недавно видели какие-то знаки, опять связанные с воронами, либо вы увидите, что вороны там в стае собираются, там по небу летают, либо мимо вас пролетают, знаете, что это вестники беды, но не вашей, а беды вот этой женщины, которая вам жизнь, судьбу ломала, которая пыталась вас просто вот стереть. Вот мне идет так. Это ее вестники беды. Вот, просто вы тоже должны об этом узнать. Узнать, что возмездие состоится. Узнать, что виновный будет наказан. То есть ей уже никуда не деться от этого. Уже никто ее не защитит, ни человек, ни демон, никто ее не защитит. Вот за ней уже идут. Мне идет так. Кто эти люди, я не знаю. Но они уже за ней идут. Они уже ей как в затылок дышат. И ворон уже кричит об этом. Дальше. Вот здесь мне показан мужчина. Мужчина, который вам нужен. Извините, но буду говорить, как вижу. С этим мужчиной у вас накал страстей либо происходит, либо был. Может быть, вы были вместе, ругаетесь, поругались, расстались, развелись. А может быть, вы сейчас вместе, и у вас там прям... война войной происходит, да, то есть вы постоянно ссорите, на какой-то накал страстей, постоянно обвинения, упреки, укоры, давление, да, обиды постоянно идут и с вашей стороны, и со стороны этого мужчины, друг на друга обижаетесь. Говорят, что этот мужчина вам нужен. Он вам нужен. Для чего он нужен? Для будущего, либо для настоящего, я не могу сказать. Но то, что он вам нужен, и то, что он вам как должен что-то вернуть, для вас что-то сделать. Может быть, вы действительно потратили серьезную часть своей жизни на этого человека, да? Помогали, верили в него, любили, оберегали, может быть, вкладывались даже в этого человека. И сейчас как бы особо обидно, да, потому что все это пошло крахом. Но, тем не менее, закон сохранения энергии никто не отменял, да, где-то убыло, где-то прибыло. То, что вы в него вложили, он должен вам вернуть. Девушки, жены, к вам обращаюсь, да, скорее всего, речь идет о настоящем мужчине, либо о бывшем мужчине, с кем прям совсем у вас все плохо было, либо есть. Он вам нужен, об этом говорят, и он должен вам что-то вернуть, и он обязательно это вернет. Может быть, ситуация вот-вот произойдет, может быть, ситуация чуть позже произойдет. Вот именно он там должен поучаствовать, либо он должен всю тяжесть этой ситуации взять на себя, тем самым вернув вам долг, да, вернув вам то, что вы в него вложили. Если вы давно не общались и друг друга не видели, тут идет возвращение этого мужчины в вашу жизнь, потому что он должен вернуть вам долг, потому что он вам будет нужен, и он должен что-то для вас сделать. И если вы сейчас думаете, что вот сбегу, либо его прогоню, либо все, идем в ЗАГС разводиться, в суд идем разводиться, я вижу, что он пока никуда не девается, потому что он вам нужен. Что-то такое грядет, что я не могу вам произнести, озвучить. Я могу лишь сказать, что это какое-то событие, которое немножко вот прям заставит вас пошататься. Но это событие мужчина должен взять на себя. Он там должен быть участником. Он там как главная скрипка, он как ключ и замок, да, и откроет, и закроет. Вот, он вам нужен. Если вы думаете, почему он до сих пор со мной, да, почему никуда не пропал, не делся, он вам нужен. Вот. Если бывший вернулся, либо вернется, вот-вот, он вам нужен. Он должен что-то для вас сделать, он должен вам долг вернуть. Вот как-то так мне идет. Некоторые вещи нам непонятны, да, сознание, суждение человека нам не понять какого-то высшего замысла. Мы, к сожалению, не в силах увидеть либо прочитать свое будущее, вот как в книге, да, вот слово в слово, день в день, минуту в минуту. Нам посылают образы. То есть, например, мне, как медиуму, посылают образы, которые я вам озвучиваю. Вы, как вопрошающий, вы получаете какие-то, может быть, моменты, которые вам хотят осветить. Но есть и то, что скрыто, либо есть то, что
может повлиять на вас очень сильно, и что вам не стоит знать. Вот, скорее всего, такое событие идет, и там мужчина должен вот закрыть его, закрыть именно собой. Может, как жертву даже себя принести, чтобы отдать вам долг. Но вот видишь, что он вам должен. И он свою миссию выполнит. Именно так показали. Может быть, в этом даже кроется секрет, почему вы встретились, почему вы были вместе. Да? Он должен был вернуть вам долг. Да, может быть, ровно вот должно было это событие случиться для того, чтобы он вернул долг. Может быть, долг даже с прошлой жизни. Ну, что есть, то есть, я вам сказала. Дальше, мои хорошие. Здесь вот события, скорее всего, с работой связаны. Кому на работе плохо. Плохо и какая-то безвыходная ситуация. И вы понимаете, что вы уже не можете дальше продолжать то, что вы делаете. Хочется вот все бросить, да, всех послать, все послать и просто уйти в никуда. Хранители рода предупреждают вас, чтобы вы этого не делали. Не делали, потому что вы можете об этом пожалеть. Сейчас не место и не время для того, чтобы вот так рубить, да. Рубить и ставить точку и уходить с работы. Не время и не место. Да, вы обязательно найдете новую работу, либо вы будете, может, даже своим делом заниматься. Но сейчас лучше оставить все как есть, да, немножечко еще как потерпеть. Почему-то еще идет информация о каких-то новых лицах. Может быть, новый начальник придет и вообще все заиграет другими красками. Для вас все поменяется. Может быть, новый коллега у вас появится, а этот коллега вам по судьбе. Да, вы должны быть с ним вместе, создать семью, родить детей и жить долго и счастливо. Может быть, там, не знаю, клиент, заказчик, заказчица, да, мужчина, женщина, одинаково идет предсказание. Я вижу, что вы все поменяете. Но поменяете, когда вот какое-то событие случится. Вот, может, кого-то встретить, с кем-то познакомиться. Может быть, предложение вам придет, допустим, да, предложение с другой компанией, вас просто пригласят к ним. Вот поработай с нами, поработай на нас. Либо кто-то захочет в вас вложиться финансово для того, чтобы вы свое дело начали, да, вот какие-то капиталовложения сделать. И если сейчас все закончить, обрубить, то вы просто засядете дома, и вы будете очень тревожиться, вы будете себя максимально плохо чувствовать, потому что деньги будут заканчиваться, да, а новой работы в ближайшие там несколько месяцев не предвидится, допустим, для вас. Да, вот эти муки, которые вы будете испытывать. Вот не хотят хранители рода, чтобы вы мучились, и не хотят, чтобы вы уходили в никуда. А опять же, если вы свою судьбу должны встретить на этой работе, то глупо, конечно, уходить, потому что где вы потом будете искать этого человека, да? Либо потом все это будет переигрываться, перенастраиваться, и вы просто будете терять время. Так не должно быть. Так, застой. У кого застой в жизни? Застой идет. Так что, знаете, день сурка, ничего не меняется, ничего не происходит. День ото дня одно и то же. Кажется, что даже время застыло для вас. Смотрите, показано, что у вас какие-то старые вещи, много старых вещей, много вещей, которыми вы не пользуетесь и пользоваться уже точно никогда не будете. Эти вещи даже могут быть не вашими. Может быть, кто-то из ваших родных вам когда-то там оставил, и вы вот с ними живете, с этими вещами. Пожалуйста, очистите свое пространство. Не должно быть вот этих старых вещей, которыми не пользуетесь. Особенно не должно быть поломанных вещей. Не должно быть там сколов на посуде, на стаканах, на чашках. Трещин на посуде не должно быть, вмятин, там, коррозии не должно быть. Поломанные девайсы, поломанные, может быть, какие-то, не знаю, там, телефоны, там, радио, телевизор.
что-то поломанное, тоже все это убирайте. Не должно быть этого. Вещи, одежда, которую вы не носите и носить уже не будете. Да? Не надо думать, что когда-нибудь какие-то тяжелые времена настанут, и вот я буду одевать эти вещи. Не будете вы их одевать. Их скорее моль съест. Да? Зачем вам? Вы же не фирма по разведению моли. Переберите все, выкиньте, либо кому-нибудь постирайте, да, и кому-нибудь отдайте. Желательно, конечно, там солью пополоскать, чтобы ваша энергетика не сохранилась на этой одежде. Вот. Почистите свое пространство. Если честно, вот я вижу, что у вас прям скопление очень застарелой и такой, знаете, безжизненной энергии. Это то, что не дает входить новому в вашу жизнь. Может быть, вы Плюшкин, может быть, вы наследники Плюшкиных. Не надо этого всего, не надо. Не надо. Если что-то можно взять в обиход, в пользование, возьмите. Если вы понимаете, что нет, никогда не будет, выносите из дома, подальше несите. И это не значит, что вы должны собрать весь хлам, перевести его на дачу. Нет, нет. Вы должны от этого полностью избавиться. Вот это важно. Избавитесь от старья, придет новая энергия, и все у вас будет хорошо. Дальше. Для женщины про мужчину говорят. Мужчина очень сильно пьет, либо прям запил так, что синий весь ходит, да. Человеческое обличие теряет. Причина его запоев, либо тяга к алкоголю, это приворот. Причем приворот какой-то сильный, но при этом либо коряво лег, либо через одно место делали. Приворот. Его кто-то привораживал. И, знаете, вот как будто бы лишили его, как счастье лишили, как в сердце огонек потушили. И то, что он сейчас так пьет, либо чем-то другим занимается, да, запрещенкой, например, да, прям такой конкретной, это все из-за приворота. Приворот жизни мужчины разрушает. Это может быть и ваш парень, это может быть и муж, это может быть и сын, и брат, и отец. Мне идет, что приворот на нем лежит. Приворот, который этого мужчину просто убивает. По-другому я не скажу. Дальше будет хуже, если ничего с этим не делать. Раз информация вышла, значит, есть возможность все это убрать, снять, да? Чтобы человек хоть немножечко в себя пришел и хотя бы попытался восстановиться. Кто-то привораживал. Может, из семьи хотели мужчину увести, делали на него приворот. Может быть, кто-то замуж хотел за этого мужчину выйти. Может быть, кто-то хотел быть на содержании у этого мужчины. Понимаете, разные есть причины. Есть женщины, просто развлекаются, делают эти привороты для того, чтобы кому-то доказать, что я красавица, умница, и все мужчины за мной готовы в огонь и воду пойти. Может, действительно какая-то искательница ресурсов была, да. А может быть, женщина душевно нездоровая, да, решила так себе жизнь личную строить. Что есть, то есть, я вам сказала, это приворот. Это приворот, и надо что-то с этим делать. Возможности есть, у вас так точно есть. Даже если вы не практикуете, даже если вы далеки от этого, то молитвы за любимого человека, молитвы, они лучше любой магии работают. Молитесь, да, от сердца молитесь, любовью молитесь, и все изменится. Дальше, мои хорошие хранители рода хотят вам сказать, что не только чужие врут, но и близкие могут обмануть. Близкие, родственники, скорее всего. Вы очень любите свою семью, вы очень любите своих родственников. И вы, за такие семейные ценности, за то, чтобы родных людей поддерживать. Мне идет так. И вам говорят о том, что все врут, и даже близкие могут соврать. Может быть, вы слишком легковерны, либо вы
позволяете себя обманывать, да. Говорят, чтобы вы были повнимательнее, потому что у кого-то родственники по коварству не уступают врагам. Вот об этом вас хотят предупредить. Да? Будьте внимательны, смотрите между строк и всегда будьте в поиске. То есть задавайтесь вопросом, зачем человек так сказал, а правда ли это? То есть проверяйте все то, что вам говорят, подают, предлагают. Да? Вот говорят, что по коварству родственники могут и врагов переплюнуть. Скорее всего, есть какой-то прецедент, либо какая-то вот опасность именно в этом направлении. Родственники могут быть и кровные, и некровные, и ближний круг, и дальний круг. Ну вот родственники, вот идет слово родственники. Да, будьте повнимательнее, не станьте жертвой лихого обмана, хочется так сказать, да? Иначе потом винить некого будет. Сами поверите, сами своими руками, да, все отдадите. Либо позволите себя чего-то лишить. Дальше. Хранители рода говорят вам о каком-то обереге. Оберег какой-то есть. С детства вы должны о нем помнить. Либо в детстве, может, игрались даже этим оберегом, а вас за это ругали. Либо в детстве, там, например, бабушка, прабабушка вам могли рассказывать про этот оберег. Вот что-то оберег, вам нужен этот оберег. Либо найдите и домой принесите. Либо, может быть, это какая-то кукла, да, берегиня, например. Сделайте тогда, сделайте себе оберег. Сделайте оберег для своего дома, для своей семьи. Вы можете делать обереги. Вы можете даже любую вещь на оберег заговорить. Вот как-то, может, вы задумывались об этом, либо вам постоянно какая-то информация про обереги попадалась, да, и это вот как знаки вам посылали, как информацию посылали. Вам нужен оберег обязательно. Либо найдите тот, который вы в детстве видели, либо сделайте для себя оберег. То есть вы можете это сделать. Это нужно сделать. Оберег, он ведь не только для вас, он для всех. Он для всех. А еще вот про сердце хотят сказать. Сердце, скорее всего, как орган. Смотрите. Вот мне идет, что вы слишком много через свое сердце пропускаете. Пропускаете много боли, тревоги, переживаний. Вот каких-то тяжелых моментов, да, слишком много проходит через ваше сердце. Сердце ваше страдает, понимаете, очень страдает. Здесь могут быть патологии, да, из-за того, что очень много переживаний, из-за того, что много боли. Вас не призывают стать черствой, да, либо бессердечной, вас призывают отвлекаться, вас призывают немножко абстрагироваться, вас призывают так болезненно все не воспринимать. Да, мир жесток, да, жизнь сложная. Но поверьте, есть судьбы пострашнее, есть жизни пострашнее. Там, возьмите ту же Африку, например, да, как там люди живут, выживают. Не надо так много боли перекачивать через свое сердце. Научитесь расслабляться, научитесь отвлекаться. И, возможно, вам следует медитировать, допустим, да, это помогает расслабиться. Либо вам следует, может быть, посещать психолога, немножко проговаривать то, что вы через себя пропускаете, да. Может, какие-то техники вам нужны, чтобы уметь отбросить от себя. Понимаете, вот мне идет, что вы губите свое сердце. Несознательно, да, вы это делаете, потому что сердце доброе, и вы очень восприимчивый, эмпатичный человек. Это как бы и особый дар, особая способность, но и как проклятие идет. Сердце, оно ведь не безразмерно, и то количество боли, которое в нем копится, оно ведь может и выстрелить, понимаете? Выстрелить именно какой-то патологией сердца, каким-то заболеванием сердца. Пока еще есть возможность, пока еще все так глубоко, далеко не зашло, да, старайтесь о себе заботиться.
старайтесь, да, профилактика сердечных заболеваний, общение с психологами, медитация, прогулки, переключение внимания с чего-то очень плохого, ранящего, это что-то хорошее, да, может быть, вам нужно там стендап смотреть, по чуть-чуть хотя бы там, по часику в день, да, хоть там как-то развлекаться, веселиться. В общем, делайте что-нибудь с этим, иначе вы свое сердце так загубите. Слишком вы такой прям впечатлительный, восприимчивый эмпат. И это тяжело. И тяжело для вашей сердечной системы. Вот говорю, как вижу. Я не хочу вас пугать, я не хочу, чтобы вы переживали. Но если такие знаки выходят, я должна вас предупредить. Да, именно сердце показали. Еще показывают вас с большим таким мечом в одной руке и с букетом в другой руке. Меч и букет. Надо бороться. Надо бороться за то, что вы любите, за то, чего хотите, за тех, кого любите, за то, что вам дорого, за то, что вам желанно. Надо бороться. Да? Надо бороться с мечом в руках. Не надо бояться и не надо ждать, пока с неба упадет. Да? Нужно брать и бороться. Вот вы чего-то хотите, берите и делайте, добивайтесь этого. Не ждите у моря погоды. Ждуну можно так и до старости просидеть и ничего не получить. Да? Человеческие жизни, они, к сожалению, короткие. У вас есть сила добиваться того, чего вы хотите. У вас есть сила прикликать и призывать свои желания. И у вас есть сила бороться за то, что вы хотите, любите и то, что вам необходимо. Букет говорит о том, что вы не должны отказываться от каких-то предложений. Предложения, которые поступают лично вам. Будь то личного характера, будь то рабочего характера, будь то бизнес-характера. Там сотрудничество, дружба, общение, да, вот куда-то пойти, поехать. То, что вам предлагают букеты, нельзя отказываться от букетов. Даже если вы стесняетесь, даже если вы чрезмерно скромны, не отказывайтесь. Не отказывайтесь. Во-первых, берите свое от жизни и не отказывайтесь. Поверьте, вы сильная личность, вы сильный человек, вы потомок. Вот мне идет, что каких-то славных воинов. Войны, да, были войны, почетные, заслуженные люди, которые, ну, можно сказать, с мечом в руках, да, там защищали слабых, защищали несчастных, защищали обиженных. Да. Вот вы потомок этих людей, у вас силы хоть отбавляй. Даже если вы себя воспринимаете как слабая женщина, то вы потомок воин, у вас это в крови, понимаете? У вас это в крови. Вам не нужно опускать руки, надо бороться, надо свое брать от жизни. Не надо опускать руки. Это неправильно. В вашем случае тем более, да, с такой-то кровью, с такой-то наследственностью, как у вас. Какие шикарные, смелые, дерзкие люди были в вашем роду. Нет, не стоит этого делать. Прям возвращайтесь к корням, да, изучайте родовую систему, изучайте, кем были ваши предки. Тем более сейчас, по-моему, все это легко очень можно найти. Раньше было тяжело, либо там много денег стоило, сейчас все гораздо проще. Изучайте, узнавайте и не сдавайтесь. Вот перед кем бы вы ни оказались, либо кто бы перед вами не оказался, не сдавайтесь. Меч у вас, он просто вот как в руку врос, да, потому что по крови вам такой боевой характер, нрав передался. Нрав сильных людей, людей, которые за справедливость, за честь, за совесть, да, вот огромный такой меч. Еще хранители рода говорят, что вам нельзя нарушать закон. Другим можно, то либо можно в кавычках, да, а вам ни в коем случае нельзя. За вами очень пристально наблюдают. Наблюдают не люди, наблюдают высшие сущности. Буквально можно сказать, что за вами все записывают, где вы там себе лишнего позволили, либо где вы
приступили грань, да, закона, допустим. Понятно, что вокруг вас есть люди, которые там напропалую грешат, напропалую там, что попало делают, да, нарушают законы и Бога, и людей, и ничего с ними не происходит. Вы не должны себя равнять с этими людьми, не должны ни в коем случае. То, что у них, это ихнее, то, что у вас, то у ваше. Вам нельзя, вот нельзя, от слова совсем нельзя. Я не могу сказать вам, по какой причине. Возможно, причины у вас всех разные. Но нельзя приступать к закону. Если вы что-то в голове задумали, либо мысли какие-то приходили, что попробую, да, вот попробую. Не надо этого делать. Ничем хорошим это не закончится. Для вас так точно хорошим не закончится. Не стоит оно того, понимаете? Не стоит. Не приступайте к закону ни Бога, ни людей. И поверьте, к вам это вернется. Все будете делать правильно, все хорошее вернется. Один раз оступите и сразу спросят. И причем достаточно мощно спросят. Вот. То, что есть, я вам сказала. Именно такую информацию передали. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.